Рваные кеды по первому снегу, драных носках до по талому льду, голой ногой по живому асфальту и 8 километров по дороге. Сибирь ехал, ла-ла-ла, Сибирь ехал, ла-ла-ла. А про что у нас выпуск-то сегодня? Пишешь, что ли? Про Сибирь, про что еще? Всем мира, друзья! Сегодня вернемся к теме Сибири и сибирского ханства. Алга. Проблема присоединения Сибири к Московскому царству в отечественной историографии оказалась в числе политизированных. Ее оценка менялась в зависимости от общей или текущей политической конъюнктуры, от завоевания до освоения или колонизации, для характеристики которых исследователи пользовались и более нейтральными маркировками: взятие, приобретение, присоединение и другие. Концепция присоединения огромных восточных территорий за Уралом через завоевание преобладала в дореволюционной историографии, продолжая развиваться вплоть до 1940-50-х годов и в советский период. Во второй половине 20 века в советской историографии доминирующей стала точка зрения о добровольном вхождении сибирских народов в состав русского государства. Этот концепт окончательно утвердился в стране в 1970-х годах, но в последние десятилетия 20 века в связи с изменением идеологических установок и ростом национального самосознания народов, а также развертыванием тогда в стране национальных движений, был осуществлен пересмотр точки зрения о преимущественно мирном и добровольном характере приобретения московским государством сибирских территорий. Ключевым событием, положившим начало колонизации Сибири, было завоевание Московским царством Сибирского ханства. Несмотря на все разнообразие оценок относительно приобретения сибирских земель по поводу включения в состав Московского государства территории Сибирского ханства, в российской историографии особых расхождений нет. Оно признается завоеванием. Однако взятие русскими после Казанского и Астраханского ханств Сибирского юрта, также одного из наследников Золотой Орды, было не одномоментным актом, а довольно длительным по времени процессом, занявшим фактически всю вторую половину XVI века, которая в целом завершилась после гибели хана Кучума около 1598 года, когда Борис Годунов принял титул царя Сибирского. О сибирском ханстве и хане Кучуме мы рассказывали в выпуске номер 18. В августе 1598 года объединенный русско-татарский отряд общей численностью в 700 человек русских и 300 татар под предводительством тарского воевода Андрея Воякова вышел из Тары и после долгих поисков и мелких стычек с противником в Барабинской степи обнаружил неподалеку от устья реки Ирмени на Аби главные силы хана Кучумы, составлявшие около 500 человек. В ходе длительного и ожесточенного сражения войско Кучумы было разбито. Большая часть семьи хана Кучума попала в плен. Из поименной росписи в пленах известно, что в ходе этой битвы были взяты в плен 5 сыновей хана: царевичи Османак, Шаим, Бибадша, Малла и Кумыш, дочери и жены, внуки, 5 князей и Мурс. В наказе от 1598 года русскому послу Александру Федоровичу Журавому Засекину было велено говорить об этих событиях следующее: «Государевы наши люди зашит Кучума царя на поле, побили наголову самого Кучума царя да брата его и Летиня царевича, и детей его, и племянников, и с ним 3 царевичей, и многих князей, и Мурс, и всяких людей побили больше 100 000 человек, а 5 царевичей Кучумовых, детей Османака царевича с братьею, 10 цариц Кучумовых, и детей его, жен до 8 царевичев Кучумовых, дочерей лучших Мурс, больше 300 человек живых взяли, и к государю нашему царю и великому князю Борису Федоровичу всея Руси самодержца привели, а улусы Кучумовы разорили». Хану Кучуму в этот раз удалось уйти. С ним были его сын Али и некоторые приближенные. Погоня Воякова за Кучумом не дала результатов. Ничего не добились и отправленные на переговоры с ханом послы. На предложение примирения с русским царем, отправленное из Тары Сеидом Тулмамедом, хан Кучум ответил отказом, заявив, что уходит к нагайцам, а сына Али отправляет в Бухару. Но Кучумович Али вряд ли мог рассчитывать на поддержку Бухарского ханства, где ситуация была весьма нестабильна, а к власти вскоре и вообще пришла совсем другая династия – династия Аштраханидов. Эта победа стала важнейшим этапом в продвижении русских в Сибирь.
В историографии нет серьезных свидетельств о том, что было с Кучумом после этих событий. Сохранились лишь сбивчивые и противоречивые сообщения о том, когда и где он умер. Точно определить дату и место смерти хана Кучума невозможно, да и имеющиеся источники противоречат друг другу. Так, в грамоте царя Михаила Федоровича называется 1598 год. Другие же источники, исходя из того, что сын Кучума Али в 1601 году стал ханом, определяют дату смерти Кучума именно 1601 годом. Татарский историк Хади Атласи считал, что хан Кучум умер у нагайцев. Не исключено, что эти места были родиной Кучума, куда он, потеряв свое ханство, и ушел вскоре умирать. Но не унизился он до того, чтобы свою свободу, которую ценил превыше всего, променять на что-то другое. Как и всякий великий человек, он признавал лишь победу или смерть. В неволе хан предпочел смерть. Сибирский юрт пал по ряду причин. Прежде всего, хан Кучум и его потомки были обречены в контексте начавшегося кризиса степной государственности под давлением расширяющихся оседлых государств. Этот процесс был закономерен для исследуемого периода, и гибель сибирского ханства стала одним из компонентов постепенного исчезновения феномена кочевого могущества в Евразии. Наследник Золотой Орды опирался на золотоордынские традиции государственной организации, которые уже сходили на нет. Хан Кучум не успел создать, выстраивая в Западной Сибири полноценное по меркам Средней Азии государство, нечто более адекватное вызову эпохи. Однозначно, Московское царство в экономическом и военном отношении было намного сильнее сибирского. В военном плане следует заметить, что сибирские татары, вооруженные согласно степным традициям и использовавшие старые тактики военных действий, оказались не готовы к использованию противником новых видов оружия, огнестрельного прежде всего, новой тактики, опора на военные городки. С гибелью Кучума борьба за власть в сибирском ханстве не закончилась, она продолжалась почти в течение всего 17 века, а возглавили ее сыновья и внуки Кучума. Они представляли значительную опасность для новой власти, так как татары и другие сибирские народы видели в них законных владетелей страны. Дети Кучума, Кучумовича, сначала под руководством отца, а после его смерти самостоятельно пытались противостоять все усиливавшемуся присутствию московского государства в Сибири. Они кочевали с верными себе группами в степях и верховьях Ишима, Иртыша и Тобола. Иногда доходили до Яика и Уфимского уезда. Узнав о смерти отца, царевич Али, который в тот момент находился, скорее всего, где-то в верховьях реки Тобол, объявил себя ханом. Однако ханский титул Али, видимо, признали не все татары. В 1603 году татарский информатор сообщает русским, что его двор, лучшие люди, кочевавшие в другом месте с султанами Канаем и Азимом, считают, что царем лучше бы поставить другого сына Кучума, Каная, поскольку царица Чепшан, мать Али, рода незнатного. Московская сторона также не горела желанием признать за Али монархический статус, которым некогда обладал Кучум. Похоже, что кочевая ставка Али, находившаяся сначала в верховьях Ишима, затем переместилась восточнее, близко к Сибири, к Тобольскому городу. А в 1603 году она уже была от Тюмени за 7 дней. В 1603 году Али получил помощь от нагайцев и собирался напасть на Тюмень. Но его удержало известие, что русские отпустили из плена нескольких жен Кучума, чего он и хотел добиться своим выступлением. Однако его союз с нагайцами оказался недолговечным. Хан Али обратился к Иштарак-беку, бек Ногайской Орды в 1603 году, ставший правителем Ногайской Орды на основании пожалования царя Бориса, но получил отказ. В конце концов, он в 1608 году попал в плен к русским, оказавшись затем в Московском царстве, и был пожалован поместьем под Ярославлем, сохраняя титул царевича Сибирского, в конце жизни перебравшись к своему внуку в Косылов. После Али ханом объявил себя его брат Ишим, что произошло своеобразно. Он в 1601 году по поручению своих старших братьев приехал в Уфу с другим братом Кубек-Муратом в связи с подготовкой к сдаче русским властям всех Кучумовичей. Но тогда договориться не удалось, и Ишима и его брата переправили в центр Московского царства, где они прожили некоторое время, а затем, видимо, оттуда бежали. Известно, что для укрепления отношений с калмыками Ишим женился на дочери калмыцкого тайши.
В этот период случались постоянные восстания местного населения бывшего сибирского юрта. В 1609 году готовилось повсеместное восстание тобольских, тюменских, туринских татар, верхоурских, пелымских, березовских и сургутских вагулов и остяков. Тюменские татары надеялись на помощь в восстании калмыков, рассчитывая вместе с ними захватить город Тюмень и перебить к ним всех русских. Однако заговор был раскрыт прежде, чем восстание успело вспыхнуть. Зачинщики же восстания поплатились жизнью. На этом борьба за независимость не остановилась. В 1616 году изменили тюменские служилые и истачные татары Терсятской волости. Из Тюмени за ними был отправлен отряд, который возглавлял атаман Степан Молчанов, конных казаков вместе с Литвой и служилыми татарами. Восстание было подавлено. Тогда Ишим-царь, с которым были калмыцкие тайши и 500 человек воинских людей, хотел идти войною на сибирские города и на Уфу. В следующем году изменили ясачные татары Янтура с товарищи из Тюменского уезда, для подавления которых были направлены казаки и служилые татары. В те годы хан Ишим, тесно связанный с калмыками, продолжал находиться явно недалеко от юрта своего отца. Например, в 1623 он кочевал на Тоболе-реке, в 7 днях пути от Тюмени. Далее, по источникам видно, что русским властям в 1629 году изменили татары верхних властей Барабинской, Чудской и других, и Тарского уезда, частично ушедшие к калмыкам. К тому времени непокорные сибирские татары уже находились под руководством Аблая ибн Ишима, сына Ишим-хана. В 1629 году тобольский воевода Трубецкой отправил к Барабу, сыну боярского Дмитрия Черкасова, и юртовского служилого татарина Айткула Кызылбаева для приведения к шерте изменивших татар, чтобы им быть под государю царской высокой рукою по-прежнему. В том же году в Таре подняли восстание юртовские и волостные татары. Сражение с восставшими татарами произошло у озера Чан. В этом сражении многих побили, и в языцах живых и в полон многих поймали. И русский полон, что было они поймали в Тарском уезде в деревнях, отбили и лошади, и коровы отогнали. Оставшиеся в живых изменники ушли к барабинскому князю Кагутайке, который вскоре направил в Тобольск челобитников бить и челом государя овинных своих. Тогда же из Тобольска в Нижние Ницинские слободы было отправлено предупреждение о том, что из тарских властей может появиться Кучумович-царевич Аблагерим. Он был сыном хана Ишима, с калмыцкими людьми, что говорит о продолжавшемся нахождении Кучумовичей среди калмыков. В ноябре 1631 года внуки Кучума, царевичи Аблай-Герим и Давлет-Кирей со своими союзниками-калмыками произвели нападение на Тарский уезд. Для помощи подвергшимся нападению властям из Тобольска и Тары были высланы служилые люди, которые разбили нападавших. Уже весной 1633 года в поход на Кучумовых внучат, а с ними и на изменивших государю тарских юртовских татар и на воинских калмыцких людей, которые воевали в Тюменском уезде Алыбаевой юрты, был направлен отряд, который состоял из 90 человек Литвы и конных казаков и из 100 юртовских служилых татар. В сентябре 1634 года произошло новое нападение калмыков на Тару. Почти все русское население, также и татарские деревни, расположенные близ города, были сожжены дотла, а жители, не успевшие укрыться в городе, попали в плен или были убиты. Под давлением Кучумовичей среди нерусского населения Западной Сибири в течение всего 17 века жила надежда на восстановление сибирского ханства, как при Кучуме-царе. Как писал известный советский историк Бахрушин, это свидетельствует о том, что сибирское ханство, несмотря на свою слабость, представляло собой жизненный организм. Нельзя вычеркивать из истории СССР историю этого ханства. Жители Западной Сибири в течение всего 17 века считали себя связанными с династией Кучума и не раз поднимали восстания для восстановления Кучумова государства. Все это показывает, что уже до русских в Западной Сибири связи государственного устройства были достаточно крепки. Оценивая итоги длительной и упорной борьбы детей и внуков хана Кучума за возвращение ханства, известный историк Трипавлов считает, что наследникам хана Кучума не повезло с эпохой. Они оказались на пути двух мощных встречных исторических процессов 17 века – восточной экспансии московского государства и западной миграции айратов-калмыков.
Обе эти политические силы неизмеримо превосходили лагерь соратников царевичей по многочисленности участников, ресурсной оснащенности, определенности целей и планов, дипломатической искусности лидеров. Очутившись между русским молотом и калмыцкой наковальней, сибирско-татарские династы не имели никаких шансов на успешный реванш, возрождение своего утраченного юрта. Друзья, ждем от вас комментариев под этим выпуском, ставьте мощный сибирский лайк этому видео и, конечно же, подписывайтесь на наш канал. С вами был Ренат Хабибуллин и Татары сквозь время. Ассаламу алейкум, саубалакс и до новых встреч. Пока. Нормально получилось? Нормально.